Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы. Завтра в Якутии стартует 3-й Северный форум по устойчивому развитию. Делегация из Японии прилетела в Якутск. Озвучим основные цели визита. Как построить дом за 1 месяц в селе Бескёль горного района. Готов к сдаче первый объект. Когда завершат восстановительные работы. На субботник в белых рубашках, галстуках и деловых костюмах. Сразу после совещания у главы власти города и республики отправились убирать столицу. Завтра в Якутии стартует 3-й Северный форум по устойчивому развитию. Центральными темами станут новая арктическая стратегия, поиск баланса между экономической деятельностью и сохранением естественной окружающей среды, главные направления международного сотрудничества, предупреждение экологических катастроф и реакция многолетней мерзлоты на изменение климата. В форуме примут участие ученые и исследователи из Европы, Америки, Азии и России, руководители российских министерств и ведомств, представители институтов развития, деловых объединений, университетского и профильного сообществ. Для участия в форуме в Якутск сегодня прибыл чрезвычайный полномочный посол Японии в России господин Тоехиса Кадзуки. Он проведет ряд встреч с руководством республики, а также посетит круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». В начале сентября во Владивостоке на экономическом форуме глава республики А.С. Николаев отметил, что одним из приоритетных направлений региона в части внешних связей является работа с японскими партнерами. Речь идет о нескольких проектах. Один из них – это ветроэнергетические установки в поселке Тикси, запущенные в 2018 году. Господин посол ознакомится с проектами нашей республики в целом, социально-экономической ситуации нашей республики, посетит природный парк Ленские столбы. Ну и, конечно же, в плане визита также стоит посещение круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», проект, который реализуется совместно с японской стороной. Предприниматели Якутии сегодня отмечают профессиональный праздник. От имени руководства республики представителей бизнеса с этим днем поздравил А.С. Николаев. В нашей республике в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 38 тысяч субъектов и занято более 102 тысяч человек. Предприниматели все вместе представляют зарождающуюся мощную экономическую силу, у которой самые широкие перспективы для дальнейшего роста и процветания, говорится в поздравлении главы. А.С. Николаев выразил огромную благодарность предпринимателям за активную работу, стремление к росту и достижениям, особую жизненную позицию и создание позитивных перемен в окружающем пространстве. Предприниматели остаются локомотивом турбизнеса республики. 127 туристических продуктов предлагает Якутия путешественникам не только из России, но и со всего мира. Экстремальные, экологические, промышленные, духовно-культурные программы сейчас максимально востребованы в отрасли. На первом фестивале туризма в рамках форума предпринимателей республики прошли мастер-классы и конференции. Присутствовали и иностранные гости. О том, что сделано и что только предстоит сделать, расскажет Мадина Халикова. Власть, бизнес и наука рука об руку сотрудничают в рамках создания туристической и расширить турпрограммы, создать больше мест размещения и в сложное время пандемии нарастить турпоток в республику, что стало первым шагом к реализации профильного нацпроекта, анонсированном президентом Владимиром Путиным. Те проекты, которые мы сегодня направили для включения в национальные проекты, будем прорабатывать, отрабатывать с федеральными органами, в том числе и с соответствующими структурами. Вопрос заключается в том, что упаковка данных проектов, она идет планомерно и поступательно, и проекты, они должны быть более такие рентабельные по усмотрению, допустим, тех же федеральных структур, и мы в этом направлении должны действительно очень сильно поработать. Сделать акцент на палеонтологическом туризме. Такую задачу ставят перед собой специалисты отрасли. Хангаласский район – ближайшее место к региональному центру, где можно обнаружить доисторические находки. Уже более 25 лет раскопками в песках Средней Лены занимаются школьники. И на палеонтологической конференции «Охота на мамонта» демонстрируют ископаемые, которым от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов лет. На палеонтологическую конференцию привезли экспозиции, которым очень-очень много лет. Например, это кость оленя,
также носорога, мамонта, бизона. И одна из последних находок, которую нашли в июне месяце, это череп снежного барана. Кстати, они живут и по сей день, и это уникальная возможность, чтобы узнать, чем отличалась ДНК древнего снежного барана от ныне существующего. Якутия – мировое хранилище мамонтовой фауны, и даже искушенным туристам здесь есть что посмотреть. Окаменелые деревья, папоротники. Можно там найти, посмотреть, самому откопать что-нибудь ценное. Конечно, сфотографироваться, потом сертификат. А это остается уже для исследования вместе с учеными. И в самом деле находят вот такие каждый год. Научное и бизнес-сообщество одной командой работают над созданием интересного познавательного продукта. В планах вывести палеотуризм не только на российский, но и международный рынок. Где будет в том числе представлены животные, которые дожили до наших времен, например, бизоны, да, и непосредственно сама флора и фауна, она предполагает для того, чтобы изучать именно этот период. И в Хангалтском районе очень многие, например, растения эпохи плейстоцена сохранились до сих пор. Проект «Парк ледникового периода» — это как раз коллаборация науки и бизнеса. Ко мне пришли академики, предложили создать научный полигон. В рамках форума состоялись мастер-классы, гостям предложили сыграть в национальные игры, демонстрировали глиняную посуду, выполненную по старинным техникам и только вручную. Мы производим посуду из местной глины, делаем формы из наших старых посуд, получается. Пытаемся возвести в новое время. Делаем кружки, пиалки, получается. Вот национальная посуда КТЯ. Вот, допустим. Тоже чороны делаем, блюда для холодца. Да. Не оставили без внимания фестиваль туризма и иностранные гости. Итальянская делегация занимается организацией туров из Европы в Россию. В Якутии они увидели перспективные направления не только в летних, но и зимних видах путешествий. Мы предлагаем дикий туризм с сохранением природы. Мы беспокоимся о туристах, предлагаем безопасность, но также и увлекательные приключения. И мы думаем предложить нашим туристам сделать здесь что-нибудь зимой. Сегодня туристам, путешествующим в Якутию, предлагают 127 разных продуктов. Сейчас вместе с федеральными структурами рассматривают возможность запуска чартеров в республику. Мадина Халикова, Джолустан Иннокентьев, Хангаласский район. Далее к эпидобстановке. За сутки в регионе выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Якутске 117, сообщает Оперштаб. В Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах по 8 заражений, в Алданском 6, в Вилюйском и Мирнинском по 5, в Ленском, Нюрбинском и Сунтарском по 4. Еще в 20 районах от 1 до 3 заболевших лаборатории республики исследовали более 5300 проб на ковид. Россиян планируют уведомлять об их праве на получение льготных лекарств на портале госуслуг. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение. В нем говорится, что сведения о полагающихся гражданам бесплатных лекарствах, а также медизделиях и лечебных продуктах питания будут приходить в личный кабинет на госуслугах. Рассылку поручено организовать Роскомнадзору. В случае принятия постановления ее начнут получать как федеральные, так и региональные льготники. Продолжают восстанавливать пострадавшие от лесного пожара район в селе Беськёль. Работы идут по графику. Завершают строительство жилых домов и помещений для скота. Так, дом, сваю которого заложили 20 августа, уже готов к сдаче. По словам главы Атамайского наслега, до 15 числа все дома будут завершены, и их хозяева смогут отпраздновать новоселье. Напомним, в Беськёле одновременно возводятся 34 жилых дома и 9 других хозяйственных объектов, среди которых и коровник сельхозкооператива «Атамай». Все затраты на материалы, инструменты и технику взяло на себя Министерство сельского хозяйства республики. Строительство идет полным ходом. Уже это мы сегодня видим, это уже завершающая стадия. Через пару дней мы все дома сдадим. В том числе и вот животноводческий комплекс КХ «Атамай». Я с директором Arctic Telecom подписал соглашение, и уже начались работы по ведению поселки оптоволоконной связи. В каждом
В частном доме у нас намечается в этом году оптоволоконная связь. Незапланированным субботником для госслужащих закончилось совещание у главы республики сегодня. Айсен Николаев призвал городские власти уделить больше внимания вопросам благоустройства столицы. Кроме того, сегодня Всемирный день здоровья и окружающей среды. Именно к этому дню глава и приурочил спонтанный субботник. Есть предложение, тем более сегодня, вот, как я уже сказал, Всемирный день здоровья и окружающей среды. У нас уже такие примеры раньше, когда я городом управлял, были. Сейчас 2 автобуса внизу стоит. Давайте мы отсюда все сейчас выйдем или сядем в автобус и поедем. Городские, давайте езжайте на Причпорт. Я с вами поеду, там покажем так. А Дмитрий, вы с командой езжайте на птицефабрику. И хоть своим личным примером давайте немножко покажем. Сразу после совещания у главы республики городские и республиканские госслужащие в белых рубашках, галстуках и деловых костюмах отправились на незапланированный субботник. На совещании по благоустройству глава республики подчеркнул, что следующий год у нас юбилейный. Мы встречаем столетие республики и 390 лет со дня основания города Якутска. И к этим датам нам необходимо подойти ответственно, в том числе и позаботившись о внешнем виде столицы. Для городских фронт работы определили на стихийной свалке, которая образовалась буквально в нескольких метрах от здания речного вокзала. И вооруженным взглядом видно, что большая часть мусора – это результат деятельности точек общепита, расположенных на привокзальной территории. Люди не заключают договора с региональным оператором. Нестационарные торговые объекты у нас стоят вне схемы. И поэтому происходит периодически вывозят мусор туда. Эти же предприниматели, наши горожане, мусорят у себя под ногами, так не должно быть. Сегодня мы по поручению Илдархана вышли на субботник с руководителем управ, подразделений. Все начальники сегодня убираются здесь. Сегодня мы ликвидируем это несанкционированную свалку. Но так продолжаться не должно, надо наводить порядок. Республиканские госслужащие во главе с министром ЖКХ и энергетики Дмитрием Садовниковым отправились в лесную зону рядом с микрорайоном Птицефабрика. Бытовой мусор, одноразовая посуда, оставшаяся от пикников, автомобильные покрышки, около 2 десятков мешков с мусором собрали в этом месте участники субботника. Серьезное нарекание горожан вызывает вопросы благоустройства. И это понятно, потому что любой человек, выходя из дома, сразу сталкивается в своем дворе порой с неухоженностью, с грязью. Куда-то приезжая, мы видим кучу несанкционированного мусора. Выезжаем на природу, и вместо того, чтобы гулять по красивому лесу, под ногами у нас постоянно бутылки, тарелки, оставленные нерадивыми горожанами. И, конечно, вот эти вопросы городская власть должна решать постоянно. Субботник – дело хорошее и нужное, но всегда, когда вы выезжаете на природу или оставляете мусор в неположенном месте, вспоминайте народную мудрость. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Открыли осенний сезон. 6 членов общественной организации здорового образа жизни и закаливания Саха-Маржи совершили традиционный заплыв. К слову, температура воздуха составила +3, а воды +9 градусов. Самый долгий заплыв длился порядка 15 минут. Самому пожилому участнику сегодняшнего флешмоба 62 года. В целом в организации на сегодня состоят 30 человек. Причем моржи уверены, что подобные экстремальные купания укрепляют организм и иммунитет. Так, по их словам, из всей группы за минувший год ни один человек не заразился коронавирусом. Каждый должен работать над личным своим иммунитетом, я так считаю, и тогда не страшны никакие вирусы, бактерии. Организм начинает сам организуется в этом холодной воде и мобилизует все свои силы, и иммунитет, как стопроцентный, начинает работать стопроцентно. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.